методическое объединение. Первое в 2024 году год детства, семьи. И спасибо за организацию детскому саду «Журавлик». Все, что ждет. А сейчас мы снова предоставим хозяйке детского сада, заведующему детского сада «Журавлик» Герасимовой Людмиле Николаевне. Доброе утро, коллеги! Наш детский сад работает в сетевом инновационном объединении на тему «Проектная деятельность в образовательном процессе дошкольной образовательной организации». И мы сегодня вас ознакомим о работе в сетевом инновационном объединении. Для этого я сейчас приглашаю своих коллег для выступления. Пожалуйста, Тартыева Степанида Васильевна, Григорьева Марьяна Васильевна, старший воспитатель, и Боженкабулова Надежда Валерьевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. Наш детский сад МВД, детский сад номер 14 «Журавлик» открыл свои двери для детей города Якутска в 1962 году. А раньше мы располагались на этой же территории в 3 деревянных корпусах. Новое здание нашего сада, вот это новое каменное здание нашего сада, функционирует с 2015 года. В этом году уже 9-й учебный год проводим в этом здании. В детском саду 12 возрастных групп, из них 2 специализированные логопедические группы, 1 комбинированная группа и 9 общеразвивающие группы. В детском саду работает 84 сотрудника. Из них педагогический состав 39 человек. У нас работают воспитатели, вот старший воспитатель, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, музыкальные руководители, инструктор по физкультуре, тьюторы, логопеды, педагоги дополнительного образования по хореографии, по изобразительной деятельности, по ИКТ, информационно-коммуникативной технологии и по робототехнике. Наш детский сад работает в сетевом инновационном объединении «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» по приказу Управления образования. И наш детский сад является ресурсным центром. В состав СИОН вошли следующие детские сады. Детский сад номер 14 «Журавлик», заведующий Герасимова Людмила Николаевна. Центр развития детский сад номер 22 «Жемчужинка», заведующий Бабикова Ольга Степановна. МВД детский сад номер 40 «Солнышко», заведующий Готовцева Анна Дмитриевна. МВД детский сад номер 42 «Мамонтенок», заведующий Захарова Галина Андреевна. И МАДО ДСКВ номер 35 поселка Бугры Ленинградской области, заведующий Безгодова Марина Владимировна. Мы работаем вместе с Ленинградским детским садом. Проектная деятельность успешно внедрилась в образовательный процесс по всем областям, в том числе художественно-эстетическое развитие, музыкальная деятельность, где всегда присутствует проблема, планирование, поиск информации, продукт и презентация. Вот уже на продолжении нескольких лет совместными усилиями сотрудников и родителей реализуем проект, в котором наш участок преображается по временам года. За помощь и инициативу коллектив детского сада очень благодарны нашим родителям. Мы очень тесно работаем с родителями. Благодаря их поддержке наши проекты претворяются в жизнь. И мы ежегодно принимаем участие
в тематическом конкурсе «Миллион цветов», где занимали призовые места в 2022-2023 годах, победили в номинации «Кохимания» и «Солнцемания» в городе Якутске. В номинации «Цветущий двор» получили 2 место. А также приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучшее летнее оформление территории детского сада» и заняли 3 место. В 2021 году заняли 1 место в конкурсе «Зимняя сказка» среди организаций города Якутска. Пользуясь случаем всех коллег, вас поздравляю с годом семьи в Российской Федерации и годом детства в Республике Саха-Якутия. Спасибо за выступление. Предоставляется Торпиевой Степанидовой Васильевне, музыкальному руководителю, на тему «Проектная деятельность в музыкальном развитии дошкольников». Доброе утро, уважаемые коллеги! Всех рады видеть в нашем уютном зале. Проекты музыкальных руководителей в детском саду – это очень важный элемент для развития познавательной деятельности детей, развития у них интереса к окружающему миру. Отталкиваясь от общей цели проектного метода в музыкальном воспитании, мы, музыкальные руководители, очень тесно работаем с родителями и с воспитателями, реализуя проекты на различные темы. Для детей дошкольного возраста уместны игровые проекты, проектов тематикой сказки игры или игры в сказки. В рамках этого направления проектной деятельности нами были реализованы такие проекты, как «Рилет Киплинга Маугли», всем нам известный конкурс «Неразлучные друзья», взрослые дети, городской театрализованный конкурс, постановок. Ставили сказку Маугли, выступали на дворце детства. Каменный цветок Бажова. Тут мы получили 2 место за постановку. И «Краденое солнце» Корнея Чуковского. Тоже участвовали на городском театрализованном конкурсе «Неразлучные друзья, взрослые дети» и получили гран-при. И получили номинацию «Лучшая режиссерская работа». Корнея Чуковского «Краденое солнце» сейчас очень так успешно просматривается на YouTube-канале. Там 26 000 просмотров. Кому интересно, можете перейти в YouTube-канал. Вот у нас QR-коды. И можете посмотреть. Спасибо. Дальше. Благодаря взаимодействию с семьей и заинтересованной работы всего педагогического коллектива, вся работа по внедрению проектной технологии художественно-эстетического направления органично вписывается в педагогический процесс сетевого инновационного объединения и на практике показывает свое преимущество и эффективность, а также делает образовательную систему дошкольного образовательного учреждения открытой для активного участия взрослых и детей. Спасибо. Так, слово дается старшему воспитателю Григорьевой Марьяне Васильевне. Она расскажет о работе фокус-групп СИО. Доброе утро, уважаемые участники семинара. В работе в сетевом инновационном объединении с сентября 2020 года мы работали в режиме видеоконференц-связи. Провели 12 семинаров в онлайн-формате. Были созданы ведущие фокус-группы и назначены старосты рабочих фокус-групп. В их состав входят руководители, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе и старшие воспитатели. В рабочие фокус-группы входят воспитатели возрастных групп детских садов СИО, которые работают по инновационной работе. На протяжении всех 3 этапов с 2020 по 2024 год велась работа по внедрению проектного метода.
Во всех детских садах СИО по возрастам были проведены 64 открытых показа занятий по апробации парциальной программы. Каждый месяц по плану работы СИО собраны отчеты о проделанной работе от старостных групп. Продолжили вести журнал наблюдения за работой воспитателей по апробации парциальной программы. На протяжении 3 этапов инновационной работы нами были проведены несколько видов мониторинга. Весь диагностический материал составлен СИО с участием научного руководителя, кандидата педагогических наук Ребровой Вероники Ивановны. В период 2012, начиная с 12 декабря 2020 по 13 декабря 2023 года экспертами были проведены мониторинги. Первое – это оценка профессиональной компетентности педагога в области реализации проектных технологий ДОО. Второе – это диагностика участия и удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса включения проектных технологий. И третье – динамика развития проектных умений у детей. Таким образом, за 3 года работы уровень профессиональной компетентности педагога в области реализации проектных технологий вырос на 26%. Мы пришли к выводу о том, что педагоги в основном владеют вопросами о проектной деятельности и о методе проектов педагогики, хорошо владеют методами, способами, приемами и развития и поддержки детской инициативы. Спасибо за внимание. Слово предоставляется заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Дежанкабуловой Надежде Валерьевне на тему ознакомления с центрами активности проекта. Доброе утро, уважаемые коллеги! Все педагоги нашего СИО неоднократно обучились на курсах повышения квалификации в образовательном центре галереи проекта город Санкт-Петербург, в Казани, в Финляндии. Педагоги нашего СИО постоянно публикуют материал по проектной деятельности в учебно-методических пособиях, сборниках, журналах, в издательстве галереи проектов город Санкт-Петербург. И также у нас каждый год выпускаются материалы нашего СИО Управления образования города Якутска. По итогам 3-го этапа работы СИО отметилась положительная динамика количественных и качественных показателей развития проектной культуры участников образовательного процесса, педагогов, воспитанников и родителей. Повысилось качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в области проектных технологий, повысился уровень проектных умений воспитанников и повысилась степень участия родителей в образовательных и социальных проектах. Сегодня вы увидите итоговое мероприятие. Это проект «Театрализованное представление по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка» в подготовительной школе группе. Мы постарались создать атмосферу театра. У нас будут работать такие центры активности. Это первое — гардеробная театра, где вы утром сегодня уже разделись. У нас уже с утра работал центр активности. Это гардеробная. Дальше у нас будет театральная касса. Сейчас мы вам всем раздадим, да? И вы пойдете покупать билеты. Там у нас тоже дети будут продавать. Нужно купить билеты и пройти в сам театр. Дальше у нас будет буфет работать. Там будет у нас продажа пирожных. Можете, да, купить пирожные. Цветочный киоск работает. Это продажа цветов. Вы можете приобрести цветы для наших артистов. Да? Также у нас будет работать гримерная артистов. Там готовятся у нас артисты и декорации для спектакля. Здесь у нас ребята сами будут готовить декорации нашей постановки. Хорошо, вот такие центры сейчас у нас активности будут работать. Пожалуйста, коллеги, просим вас всех. На 3-й этаж мы проходим.
Вопрос можно задать быстренько, да? Когда он появился. Спрашивают, кто финансировал выездное обучение? Здравствуйте, мои дорогие! Я сказочная фея. Взмахну я волшебной палочкой, и начнется у нас старинная сказка под названием «Совушка». Итак, давным-давно жила-была скромная, милая, трудолюбивая девочка. Ее лицо и платье было испачкано в заре, и поэтому прозвали ее Золушкой. Очень трудно жилось ей с мачехой и ее двумя дочками. Уберись в доме и не забудь убрать воровскую, чтобы в нашу приезду было все сделано. За мной крошка. Золушка присела у огня и расплакалась. Ей было так обидно и грустно. Но случилось волшебство. Вдруг появилась крестная фея. Не волнуйся, мои помощники сделают
трапезы в королевском дворце. Станьте, дети, станьте в круг, станьте в круг, станьте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий круг. Никогда он не молчал, не кричал, не пищал. Роком крыльями трещал, роком горы запрещал. Станьте, дети, станьте в круг, станьте в круг, станьте в круг. Ты мой друг, и я твой друг, старый верный друг. Полюбили мы цука, старика, добряка. Очень он душа легка, не ловит тетя. Разрешите пригласить вас на тайное свидание. Я влюбилась, но она убежала. Вот только туфелька осталась. Принц решил найти свою возлюбленную по этой туфельке и вместе с друзьями отправился на поиски по всему королевству. Внимание, жители королевства! Кому подойдет туфелька, на той принц женится.
Тихонова, дочери Оля Гуляева, Симона Тихонова, два пажа Никита Боговцев, Ренат Талантбеков. Аплодисменты нашим артистам! Молодцы! своего опыта приглашаю нашего второго музыкального руководителя Никифорову Марьяну Дмитриевну, воспитателей подготовительной группы. Ольгу Семеновну, Оксану Семеновну, сейчас подойдут воспитатели. И педагогов дополнительного образования по изобразительной деятельности Александру Павловну и педагога по хореографию Андрееву Татьяну Леонидовну. Пожалуйста. Начните, пожалуйста, Марьяна Дмитриевна. Добрый день, уважаемые участники семинара. В рамках поездки на семинар по проектной деятельности нашего СИО в ноябре месяце в городе Санкт-Петербург мы вместе... Я сразу вам скажу, это мы поехали, используя свой проезд во время отпуска. В ноябре месяце город Санкт-Петербург вместе с Людмилой Николаевной посетили сад номер 35 поселка Бугры Ленинградской области. Там дети нам представили театрализованное представление «Золушка». Нам очень понравилось. Было видно, что каждый ребенок с большим удовольствием играет свою роль. Вот используя опыт наших коллег с детского сада 35 поселка Бугры, мы совместно с воспитателями подготовительной группы «Подснежник» и
педагогами дополнительного образования реализовали проект «Театрализованное представление по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка». Цель проекта – развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности. Это краткосрочный двухнедельный творческий проект с внедрением проектных технологий по центрам активности. Проблема проекта. На новогоднем утреннике дети представили своим родителям сказку «12 месяцев», и им очень понравилось играть самим. Дети изъявили желание сыграть на каком-нибудь представлении, поэтому возникла идея проекта «Театрализованное представление по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка». Планирование началось с подбора музыкального репертуара, представления, где детьми прослушали музыкальную версию сказки «Золушка». На занятиях мы ознакомились с фрагментами игры артистов музыкальных фильмов. Репетиции начали на сцене нашего театра, где дети осваивали азы сценической культуры, почувствовали, как носить сценические костюмы с той эпохи и старались максимально вложиться в свою роль. Продукт нашего театрального творческого проекта – это театрализованное представление по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка», который мы вам сегодня презентовали. Слово воспитателям Оксане Семеновне и Светлане Николаевне. Внедряя технологию проектной деятельности, мы очень тесно работали с нашими родителями. В начале проекта ознакомили наших родителей с содержанием проекта. Родители очень нам помогли в организации нашей работы. Это изготовление атрибутов, костюмов. В предварительной работе с детьми мы внедрили такие технологии проектной деятельности, такие как вначале мы ознакомили детей с содержанием проектной деятельности. Так, провели занятия, беседы о театре, о музыке. У нас были экскурсии в наш театр, в нашу костюмерную. Так, чтение художественной литературы, познакомились с профессиями работников театра, играли в сюжетные ролевые игры на тему театр. Ну и изготавливали с детьми атрибуты. Итоговые мероприятия нашего проекта – это представление сказки Шарля Перро «Золушка», которые мы сегодня для вас представили. Героев сказки и центров активности наши дети выбирали сами. Дети у нас все активные, талантливые. И внедряя технологии проектной деятельности, наши дети уже не боятся выступать на сцене. У многих раскрылся талант, дети становятся раскрепощенными и общительными благодаря играм в театр. Нашим детям и родителям очень понравилось участвовать в таком проекте. В центрах активности мы провели предварительные работы. В гардеробной театра дети с родителями делали бирки для раздачи зрителям театра. На кассе дети сами вырезали деньги и билеты. А на буфете тоже дети сами подготовили пирожные, деньги для кассы, униформы. В цветочном киоске совместно с воспитателями и родителями делали цветы из суши-палок и гофрированной бумаги. Суши-палки дети красили сами гуашью. В костюмерной и все декорации у нас получились с помощью наших педагогов дополнительного образования. Они нам очень в этом помогли. Исходя из заданной проблемы, используя проектные технологии, первым делом мы взялись за работу оформления. Думали, так как у нас краткосрочный проект, нам была задача, как быстро и легко и доступно оформить наш проект. Как вы заметили, мы оформили стилем нарисованный стиль, который легко и доступно все могут, да, вот у всех же есть ватманы и гуашные краски гуашь, и поэтому мы легко и просто оформили свою декорацию. И нам это помогли подготовительная группа «Кустук», которые не участвовали на проекте, и они
после новогодних праздников у нас было затишье проведения пошковых работ, и дети сами изъявили желание заниматься из-за студии, и использовали инициативных детей в оформлении, да? Они легко и просто нам оформили лошадки, если приблизиться, там видно детский почерк и карету, тыкву, колеса кареты, это все нарисовали дети. Также еще, как вы заметили, у каждого центра есть свой логотип. Также в зоне декоратор мы использовали самоклеящую пленку и скотч двухсторонний, чтобы не дожидаться, быстро действовать, что удобно очень работать. Таким образом мы достигли своей цели и результата. В данном интересном проекте я помогла в постановках танца, с постановками танца, так как это постановка сказки «Золушка», мы сначала изучали танцы той эпохи, это галоп и падегранс. После изучения движений при постановке танца дети сами поставляли движения по музыке, и поэтому они уже знали поочередность движений, что зачем идет, и легко все запомнили. После постановки всех движений по музыке в конце у нас немножко осталась сама музыка, и вот я задала детям вопрос, что бы нам еще сделать, чтобы закончить танец. И потом сами дети додумались кружиться в галопе и сделать поклон. Вот так вместе сообща с детьми, с педагогами, таким образом, внедряя технологии проектные, у нас получился целый театр. Все сами видели до самого начала, все посмотрели. Внедряя технологии проектной деятельности, работая в инновации именно по проектной деятельности не первый год, мы уже давно работаем. В 2025 году мы должны закончить наш проект, да, и сейчас разрабатываем программу именно по проектной деятельности совместно с Ленинградским детским садом, да? Поселок Бугры, это рядом с Ленинградом, очень большой детский сад, 35 поселка Бугры. С ними вместе это совместно работая, сейчас разрабатываем программу. Если все это очень сейчас у нас идет апробация среди этих 5 садов нашего СИО и корректировка. Если все это хорошо будет, мы должны в 2025 году этот наш проект закончить. И сейчас постоянно мы очень много работаем, начиная с 2020 года. До этого вы в музыкальном зале тоже посмотрели, да, какие работы, какие проекты проводила Степанида Васильевна. Тоже это все это работая проектной деятельности, все это у нас. Вот сегодня мы вам с вами свой опыт обобщили совместно с вами.